Это центральный автовокзал Владикавказа. Ежедневно отсюда отъезжают десятки рейсов в города, равнинные и горные поселки республики. А ведь даже в самом маленьком селении есть на что посмотреть. Двое ведущих готовы отправиться в путешествие. Цель простая – узнать как можно больше интересного и не опоздать на вечерний рейс. Новые места, новые люди, новые истории и новые впечатления. Вокзал для двоих. Поехали! Всем привет! Сегодня с вами передача «Вокзал для двоих». Я ее ведущая Алина Басиева. И Руслан Каболоть. И сегодня мы с вами в Нью-Йорке! Ура! Всю жизнь мечтала сюда приехать. Здесь так красиво. Я хотела... Стоп. Что? Мы находимся на Владикавказском автовокзале. Мы в республике Северная Осетия, Алания. Ну ты даже не даешь мне помечтать. Кстати, сегодня твоя очередь покупать билеты. Иди, давай уже покупай билеты. А куда хоть сегодня едем? Мы сегодня едем в Цалык. И там тебе тоже очень понравится. Цалык так Цалык. Это Мекка для туристов. Со всего мира люди приезжают, чтобы посигналить. Так классно! Вот таким образом начинал известный гонщик Шумахер. А почему вы забились туда? Вам страшно со мной? Алло? Гиви? Включай! Руслану очень сильно понравится. По моему хотению. Красота, красота. Эх, Алина, сарца, лучше. С позитивным настроением мы направились в селение Цалык. Оно располагается в предгорной местности на берегу Цалыкского канала. От города Владикавказа это примерно 37 километров. Согласитесь, не так уж и далеко. Замечательная погода. Ты знаешь, я даже не жалею, что мы не в Нью-Йорке. Не переживай, в Нью-Йорке сейчас ночь. Kстати, да. А у нас солнце. Да, очки бы взять. Почему я не взял очки? Зато я взяла. Как хорошо. Но не обольщайтесь. Прежде чем попасть в селение, предстоит еще 7 километров пройти от трассы. Но во всем нужно искать положительные моменты. Например, по дороге в Цалык можно наслаждаться свежим воздухом, пением птиц или же общением с хорошим собеседником. Ты знаешь, я думаю, что тебе ничего не стоит преодолеть этот путь, потому что ты в отличной физической форме. Ты имеешь в виду спортивную форму, которую я одел под этот плащ? Да нет. Я занимался спортом в детстве. Тайским боксом, гимнастикой, карате. И я что-то помню. Смотри. Ой, я тебя уже боюсь. Ой. Все, остановись. Все, верю. Ты в отличной форме. Я думаю, нам все лето не понадобится. Так, спустя 15 минут мы дошли до места, мимо которого обычно не проходит ни один путник. Уаштырджи является покровителем мужчин, путников и воинов. А для женщин его имя находится под запретом. Они называют его Лактезуар, что означает «покровитель мужчин». И вот именно на этом месте мне в голову пришла песня народная остинская. Какая? Эй-хой, хета-джитах канарга, шишгарин уаштырджи. Эй-хой, табудахисан, эй-хой, даумакубам давай курам ваштырджи, ой. Итак, мы продолжаем свой путь. Благодаря Руслану я узнала, что Цалык относительно молодое селение. Говорят, в его основании значительную роль сыграли 38 участников Великой Отечественной войны. После возвращения с фронта они активно взялись за возрождение села на этой территории. Начали строить дома, возделывать землю, заниматься животноводством,
построили Цалыкский канал и первые улицы села. Но от моего исторического экскурса внимание Алины неожиданно переключилось на этот объект. Руслан, трактор. Ох, опять у тебя вот эта гигантомания. Нельзя, что? Попроси его, чтобы я поводила этот трактор, а? Сейчас Пожалуйста. посмотрим вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно вот такой высокой блондинке поводить трактор? Можно или нельзя? Можно? Спасибо. А вы мне покажете, как водить? Так. Круто. Так, на что нажимать? Это как на обычной машине? А сиденье назад нельзя сделать? Что-то я не помещаюсь, нет? Еще? Как классно! Ой, как классно! Вот таким образом начинал известный гонщик Шумахер. А у нас Алина вот начала с трактора. Теперь она будет работать в каком-нибудь совхозе или колхозе. А почему вы забились туда? Вам страшно со мной? Нет. А это ваша? Можно я вашу шапку? Спасибо вам большое, что вы мне показали, как на тракторе ездить. До свидания. До свидания. У нас самые лучшие операторы. Спасибо. Вода, вернее ее отсутствие, всегда было главной проблемой этих мест. Реки нет, и людям приходилось самим привозить ее на лошадях и буйволах из Беслана. И все равно ее не хватало. Часто пили грязную воду из канала, что вызывало распространение инфекционных болезней. А, вот и Цалык, смотри, вот надпись. Так я тебе что говорю, мы уже дошли до села. Эх, красота, красота. Эх, Алина, Сарт, Салотчи. Это знаменитый канал. Когда-то здесь было бурно и сильно текла вода. Ну, этот здесь... канал знаменит совершенно не этим. Сейчас нам местное население расскажет. Руслан, а ты знаешь, что мы сейчас с тобой идем по той самой первой улице, которая образовалась во время образования села. И даже назвали в честь Коста Хитагурова. И в то время здесь построили 10 домов первых. Вот один из них, как ты видишь. На этой улице Коста Хитагурова были построены 2 длинных барака для начальных классов. От них и начинается история нынешней школы, куда мы и направимся. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. К вам приехал вокзал для двоих. Меня зовут Алина, его Руслан. У вас столько медалей, я как будто попал в олимпийскую комнату. А что это за медали у вас? Вы не расскажете нам? В основном это у нас военно-спортивные достижения. В свое время организовали клуб военно-спортивный, который уже со временем потихоньку мы стали называть кадетским классом. Мы принимаем активное участие в кадетском движении всероссийском. Бываем, хотя стараемся в год 1 раз ездить на слеты всероссийские, кадетских классов у школ. Мы однажды даже бывали, занимали 1 место. Вот молодые интеллектуалы России, была конференция в Санкт-Петербурге. У нас там команда кадетская. Мы возили именно команду кадетского класса, они заняли 1 место тогда. А учащихся много у вас? У нас сейчас 155 детей. Конечно, достижения школы впечатляют. Радует также техническое оснащение классов. Но хотелось бы отметить, что из-за отсутствия финансовой поддержки у школьников нет возможности выезжать на соревнования. Что особо расстраивает, так это вот эти импровизированные конструкции, на которых держится школа. Каждый год здесь ждут капитального ремонта, но он все откладывается.
Кстати, Алин, мне интересно твое мнение. Что вот это такое? Это, наверное, связано с историей. Я так думаю, что первоначально здесь же основали совхоз, и куда переселялись переселенцы из других селений Осетии. И вот они приезжали сюда на работу. И в то время тогда делали вот этот Цалыкский канал. Или это, может быть, для орошения полей? Я так и знал, что опять начнешь умничать, придумывать небылицы. Это совсем не то, что ты думаешь. И что же это? Это первая станция метро в селении Цалык. Первая станция в мире. Где метро и где вот это? Вот где трасса, там остановка. И вот человек мог сесть там на остановке и по воде попасть в село. Понимаешь, вот так через все поле на скорости. Знаешь, какое движение было? Ой, очень оригинальный ты совсем. Интересное вообще у тебя мышление. А вот это местный клуб. Он был построен в конце 50-х годов. А до этого сельчане устраивали импровизированные кинотеатры под открытым небом. Экраном служила стена дома, а стулья каждый приносил с собой. В прошлом году Дом культуры капитально отремонтировали. Сегодня дети сюда приходят заниматься национальными танцами, играть на доуле и национальных инструментах. Есть и спортивные секции, так что клуб является излюбленным местом детворы. Алло. Да, здесь стою, что просто... Не знаю. Да кто-то, я не могу понять. Не понял, что хочет. Алина! Кто-то меня гонит. Алина, кто это? Дорогие друзья, это не Сирия, это Цалык. И прямо перед вашими глазами автобус с туристами. Это Мекка для туристов. Со всего мира люди приезжают, чтобы посигналить и посмотреть, что здесь происходит в Цалыке, что здесь особенного. И вот так они приезжают целыми автобусами. Приезжают и уезжают. Ты знаешь, вот солнце ушло, и какая-то картинка такая серая стала. Даже? Ну, потому что серый блок участвовал в строительстве этих домов. А тут вот по левую руку, посмотри, какое интересное строение с щитами. Здесь живет, можно сказать, один из ярких представителей творческой интеллигенции Осетии, мой друг Нгиви Валиев. Да ты что? И сейчас мы ему наберем и узнаем, где он, почему здесь нет его машины. Ну, она молодец, хуже шаршта. Заслуженный артист РЦО, не звонит. Чей? Русик Кабалотин. Ничего себе. Шиша Блей. Сислящий я там. Может, побывает? Ну. Алло. О, Руслан, о. Кем? Да, как жаль. Фалау, кем живешь? Гиви, вот мы около твоего дома стоим. Русик Масаут, фалау, мамаду, мидерич Ирита Канана, такаса Махадар Базурна. Хош, бужник. Давай. Аж хазарный доманах его баз. Нормально, да? Надо быть наглым в этой жизни. Хазар ищи. На
На самом деле нашего героя знают даже дети. Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а с недавних пор главный режиссер Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева Гиви Вальев. Важен, бачобры, важен. Она душа хатерна бафразна. На сцене он настолько искренен, что нет зрителей, которые не проникаются его игрой. Отец Гиви поделился с нами интересной историей из детства актера. Не моей Гиви матери была увидеть сына в телевизоре. Это первая уже год, уже Гиви появился и говорит, телевизоры же были вот грузинские танцы, в Грузии жили само собой. Говорит, неужели когда-нибудь, говорит, я увижу сына в телевизоре, говорит, вот мечта была. Вот время прошло, приехали сюда, 10 класс заканчивал Гиви, и он как раз КВМ. Да, КВМ, он Беслан, и они заняли первое место. Там ему сказали, а не хочешь, говорит, театральный? А у него мечта была, у нас у матери была мечта доктором стать, но вот тогда и пошла ее карьера. Скучно мне что-то. Чего ты скучаешь тут? Не знаю. Облака. Ничего не натворили. О! Что? Подожди-ка. Давай раскрасим нашу жизнь. Это что вообще? Это очень вкусная вещь. И куда приколоть? Это надо кушать. Вот это? Оно грязное. Да. Почисти чуть-чуть вот так. Фу, что это такое? Зато полезно. Зато полезно. Да. На первый взгляд кажется, что в Цалыке никто не живет. Но просто сейчас похолодало, и все сразу зашли домой. Да это везде так. А вот, наконец, и жители. Вот, уважаемые старшие. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Вот моя программа «Вокзал для двоих». И вот рассказываем всему миру о Цалыке, что здесь есть хорошего, что можно посмотреть, зачем сюда можно приехать и какие здесь замечательные люди живут. Ну, первое впечатление у нас такое, что здесь разруха полная. Почему так? Это с чем связано? Почему вот эти дома, которые были разрушены, до сих пор не убраны? Такое впечатление создается, что как-то люди этим не занимаются у вас. Наше село, конечно, хорошее, было красивое, славилось чем? Нашими людьми. Во-первых, старшими, потом вот механизаторами, животноводами, птицеводами. Если вы не знаете, может, но тут было два крупных хозяйства. Первое была птицефабрика Цалыкская, и второе совхоз 50 лет октября. И люди были задействованы вот на производстве вот этих двух хозяйств. Было очень много рабочих мест. На сегодняшний день совхозов, конечно, нету. Остались земли, на которых работают фермерские хозяйства. В 1937-1938 годах, вот чтобы вот эти земли, вот это называется Цалыкская плата. Да. Вот Цалыкская плата, вот от трассы Хумалага и вот до гор. И тут земля около 80 тысяч, не 80, а 8-10 тысяч гектаров земель тут находится. Да. И тут не было населения вообще. И даже с Архонки приезжали, вот им давали кусок земли или определенное количество, Хумалаг, Разолт. И вот эти земли обрабатывались. Потом, когда в конце войны, когда вот Цалыкский растительный канал построили в 1937 году, был первый сектор Кулов тогда. Кулов. Да. И за 2 недели, говорят, все это построили. Тут энтузиазм такой был, что в день, говорят, по 10, по 12 норм землю рыли руками. Это же рекорд. Да, это рекорды, конечно. Вся республика этим занималась. Когда все это построили, то земли уже вода есть. И в 45-44 годах сюда начали после войны люди приезжать. Тут строили дома. Соседних селений, да? Да. Нет, не соседей. Вообще из России. Откуда, да. А вместе со осетинами здесь сколько наций проживает? Тут 17 национальностей было. И все жили дружно. Вот я могу сказать, цыгане даже говорят на осетинском языке.
вместе, далеко не убежишь. Алина! Алина! Продолжая искать приключения, мы дошли до улицы, на которой живут цыгане. По их словам, почва здесь плодородная, а потому и покидать эти земли не хочется. В основном они занимаются хозяйством и ремесленничают. И что особо приятно, большая их часть свободно разговаривает на астинском языке. Я что-то замерзла уже. Да, потому что мы приближаемся к очень интересному месту. Но сначала мы должны пройти по знаменитым Цалыкским горкам. Это вот эти, что ли? Да, горка испытаний. Куда идем мы с Берточком? Большой секрет! И не расскажем мы о нем, нет и нет. Да. Среди Цалыкских полей расположилось замечательное романтическое место. Раньше здесь находился Комсомольский парк. Говорят, даже скамейки были. И сельчане любили приходить сюда и отвлекаться от повседневных дел. Хотелось бы, чтобы в скором времени этому месту вернули былую красоту. Здесь так атмосферно, что полностью погружаешься в свои мысли. Я немного сбился во времени. По ощущениям, я нахожусь здесь около 2 часов. Без еды и без воды. Черт возьми, кажется, они меня заметили. Сюда иди. Подожди, ты нам нужен. Вернувшись в село, нашу съемочную группу заметил вот этот молодой человек. Он настоятельно попросил, чтобы мы зашли в его дом. Оказывается, его бабушка внесла значительный вклад в становление селения Цалык. Он показал нам вырезки из газет, где были статьи о ней. Такая память о своих корнях достойна уважения. Депутат Верховного Совета Северо-Астинской автономной Советской Социалистической Республики, звеневая колхоза Иристон Муслимат Хадикова. Это ваша бабуля. Посмотрите. Да, так точно. И выпустили в журнале советском. Это серьезно. Кукуруза, возделывание кукурузы. И вот тогда и мужчины, и женщины вместе копали, да, вот этот канал. И она одна в основном только женщины. Потому что на войне мужчины. В основном, мужчины, да? Потому что мужчины находились все на войне. Так же, как их отец. Так же, как мой прадед. И его дед. Они все находились на войне. И женщины наши занимались чем? Помогали фронту. В тылу. Вот такие у нас герои, дорогие друзья. Благодаря им вот так вот мы живы и гордимся и помним. Спасибо. К концу дня мы немного подустали, да и село обошли вдоль и поперек. Так как домов здесь не так уж и много, наше внимание привлек один из них, отличавшийся от всех. Определенно, в любом населенном пункте Осетии живут гостеприимные люди. Вот и мы, недолго думая, направились в гости. Я первая. Это Алина так думала. Честно говоря, я заранее договорился с моим другом, чтобы он организовал для Алины небольшие испытания. Возможно, она не справится, но как-никак должна же она хоть что-то уметь готовить. Как у вас просторно? Да. Да, круто. Очень. Здесь можно на велике кататься, Руслан. Это взлетная полоса. Я слышала, у вас здесь есть футбольная команда? Да, есть у нас хорошая команда, называется «Цалык». В районе мы всегда занимали первые и вторые места.
Так что вот так вот. И сегодня тоже играем в футбол, готовимся к лету. И летом опять будет турнир между селами. А кто ваши сильнейшие соперники? Сильнее соперниками были всегда хумалакцы. Они хорошо играют. Они очень хорошо играли и играют на сегодняшний день. А какие известные игроки в твоей команде играли? Известные игроки, как Гиви Вальев, Спартак Сарцаев, Тимур Царахов. Не, футбол это хорошее дело, но вот у нас же еще с тобой миссия. Да. Мы можем приступить Конечно. к тому, о чем мы говорили? Да, конечно. Это вы о чем сейчас? Какая миссия у вас? По традиции в Цалыке есть соревнования для девушек, которые вот первый раз приезжают в Цалык. Они должны показать свои умения, свое мастерство. И давай посмотрим, как она справится. Как ты справишься с заданием. Вы что, шутите, у тебя ребята? будет специальный мастер, который тебя будет направлять в нужном направлении. Да. Здравствуйте. Это вы мне принесли, что ли? Пироги готовятся с косынкой. Ой, господи. Ну ладно. И фартук. Да. Сейчас, минутку, ребята. Ну, я не отвечаю, конечно, за качество пирогов, но, Руслан, раз ты мне ставишь такое условие, ты должен помочь мне и принести дрова, что ли? Дрова? Я же не могу. Печка не работает без дров. Что-то нести. Ладно. По просьбе Руслана сегодня для наших зрителей мы будем показывать, как готовить остинские пироги. А что нам для этого необходимо? Для остинских пирогов нам необходима мука, которая уже просеяна, да. Вода теплая, но многие делают на молоке. Ага. Но можно и на воде. Дрожжи, хотя раньше делали остинские пироги на заквасках, но сейчас в теперешнее время принимают дрожжи. Соль и подсолнечное масло. Соль мы добавляем столовую ложку на литр. Дрожжи тоже. Так, теперь у нас поднялось это все. Давайте. Добавляем и начинаем замешивать. Опять что-то нести надо. Есть газовая печка, газ есть. Подключил, поджег. Вот тебе и дрова. Мне надо что-то придумать. Почему я каждый раз должен вестись на ее уловки? Сейчас у нас получилось мягкое тесто. Надо добавить, наверное. Да, мы добавляем немножко подсолнечного масла и собираем тесто в комочек. Так, сейчас мы накрываем, да? Да, накрываем и оставляем, чтобы тесто поднялось. Неси меня, олень, по моему хотению. Учи меня, олень, в мою страну оленью. Что я должен рубить, если готово есть? Так проще. И меньше времени потрачу. Ну, в то время, как у нас поднималось тесто, мы сделали начинку. Начинка у нас из чего сейчас? Черемша и сыр. Сыр и черемшу в какой пропорции вообще смешивают? Ну, 1 к 1 говорят, но многие любят больше добавлять листьев. Так, теперь мы положили 1 кружок сюда. Даже? Да. Опа! Ну, я думаю, процесс идет. Очень даже супер. Да. Все. Руслану очень сильно понравится. Я тоже так думаю. Тем более он будет очень голоден, потому что он занимается сейчас физическим трудом. Все, наши остинские пироги готовы. Вот такие они сочные, мягкие, вкусные и с таким шикарным ароматом. Алина! Уже не надо дрова.
Мы уже все приготовили. Я так и знал, поэтому я не стал рубить. Нашел готовые. Выкрутился все-таки, да? Конечно, в этот раз да. Ну ладно, тогда иди, мой руки, раздевайся и садись за стол. Цалык, пришло время прощаться с тобой. Невзрачная картина улиц, конечно, слегка омрачает общее впечатление, но ты запомнишься нам своей неповторимой энергетикой. Здесь свой особый мир. Мир, в котором всегда рады таким незваным гостям, как мы. Поэтому, Цалык, мы еще вернемся. Тебе не кажется, что вот тут молодой человек, который перед нами идет, он притворяется, как будто он не знает, что мы здесь делаем? Да, действительно. И как будто нас вообще не ждут, и мы случайно сейчас... Странно. Посмотри, сколько машин. Они нас все ждут. Да. Переходник возьми! Вставляй ее! Вот ты так сделай. Включай! У меня беспроводные наушники просто. Да? Да. Когда-нибудь начнем, а? Флаг ты ЛДПР. сегодня Да. много разговариваешь. Вообще, ты понимаешь, ты болтаешь и болтаешь, Давай болтаешь и выпуск, болтаешь. Цалык Операторам не даешь работать. Алина!